взыскании с управления кыргызского туризма 1 580 000 сомов. То есть это та сумма, которая по уступке требования Джилкыбаев передал Джумабаевой. Районный суд принимает решение о взыскании этой суммы с управления кыргызского туризма. Значит, наше обжалование в апелляционную инстанцию не принесло никакого результата, и мы решили обратиться с исковым заявлением о признании этого договора цессии недействительным. В результате рассмотрения нашего заявления договор цессии был признан недействительным. То есть сделка, из которой вытекает задолженность, признана недействительной, а взыскание по недействительным сделкам не должно производиться. Тем не менее, в рамках исполнительного производства наш объект был продан с торгов. В настоящее время в Межрайонном суде города Бишкека рассматривается наше заявление о признании этих торгов недействительными. И когда мы обратились с заявлением в Первомайский районный суд о том, чтобы суд рассмотрел наше заявление о пересмотре тех судебных актов, по которым взыскивается задолженность в пользу Джумабаевой по вновь открывшимся обстоятельствам, Первомайский районный суд нам отказал. Но Бишкекский городской суд, рассмотрев нашу апелляцию, мы считаем, вынес законное и обоснованное решение. В настоящее время в Верховном суде рассматривается надзорная жалоба Джумабаевой об отмене определения Бишкекского городского суда. И мы надеемся, что судьи Верховного суда рассмотрят эту надзорную жалобу законно, обоснованно и вынесут решение, которым откажут в удовлетворении этой жалобы. И народное имущество все-таки вернется в собственность Федерации профсоюзов Кыргызстана.